В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Сначала на связь со всеми муниципалитетами выходит в Рио главы республики с членами правительства для обсуждения первоочередных задач региона. Затем проводится местный штаб, в состав которого входят медики, представители Роспотребнадзора, органы внутренних дел, сотрудники подразделений МЧС и надзорных органов. На сегодняшний день подтвержденных случаев заражения коронавирусом в нашем муниципалитете нет. Однако это не повод расслабиться и забыть о мерах предосторожности. Это стало основным лейтмотивом всего заседания. По информации ответственных служб, в городе и поселках проводится ряд профилактических мероприятий для борьбы с распространением инфекции. Созданы мобильные группы, которые в течение дня патрулируют улицы и проверяют соблюдение сосногорцами режима самоизоляции. Проводятся рейдовые проверки соблюдения ограничительных мер торговыми объектами. Управление жилищно-коммунального хозяйства начало подготовку к дезинфекции мест общего пользования и городских пространств. Волонтеры оказывают помощь по доставке продуктов питания и лекарственных средств лицам старше 60 лет. Одна из тем, которую детально обсудили на штабе – пассажирские перевозки. Глава района Сергей Дегтяренко отметил, что в его адрес поступает огромное количество вопросов, когда начнут курсировать городские и междугородние автобусы. По поводу городских маршрутов мнение членов комиссии было единым. Сейчас возобновление транспортного сообщения может только навредить и создаст угрозу распространения коронавирусной инфекции. Отдельное обсуждение состоялось по поводу межмуниципальных маршрутов, самый востребованный из которых 208-й Сосногорск-Ухта. Несмотря на то, что возобновление таких маршрутов – это полномочия республики, члены местного штаба могут представить свое видение ситуации. Большинство собравшихся, а особенно медики и представители Роспотребнадзора, категорически против возобновления движения между двумя городами. По их мнению, Ухта сейчас самый ближайший источник коронавирусной инфекции для нашего района, и открытие сообщения будет очень опасным. Согласен с этим решением и глава муниципалитета. Выбирая между комфортом жителей и здоровьем, я думаю, что все мы должны выбирать здоровье. Опять же таки, предполагая открытие этих маршрутов, мы понимаем, что бесцельное передвижение наших граждан между Сосногорском и Ухтой, будь то по магазинам, либо погулять, либо опять же таки по родственникам, по знакомым, может привести к негативным последствиям. Как отметил Сергей Дегтяренко, муниципалитет вправе принимать решения, исходя из реальной ситуации на местах. И напомнил, что обязанность по организации транспортировки сотрудников к месту работы и обратно лежит в первую очередь на работодателях. Если у нас такие решения принимаются, они, конечно же, непопулярны, но другого выхода-то нет. Затронули на штабе и дачный маршрут, открытие которого по привычке горожане ждут в начале мая. В этом вопросе мнение всех членов оперативного штаба снова было единодушным. Пока существует опасность распространения инфекции, автобусы до дачных поселков запускать нецелесообразно. Открыв дачный маршрут, мы получим очень большой источник. Во-первых, массового скопления людей, во-вторых, именно той категории, которая больше всего подвержена опасности в случае заболевания коронавирусом. Вопрос актуальности и безопасности пассажирских перевозок находится на ежедневном контроле. Глава заверил, что изменение принятых на уровне муниципалитета решений будет зависеть только от реальной эпидемиологической ситуации. Еще одним решением штаба стала рекомендация усилить рейдовые мероприятия на работающих торговых точках для проверки соблюдения ими санитарных требований. Павел Дурников, Елена Двожак и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорская ЦРБ перепрофилировала свою работу. Теперь она ориентирована на лечение некоронавирусных пациентов. О том, какова обстановка на сегодняшний день в районе и как строит работу медучреждения в нынешних реалиях, рассказала главный врач больницы Алла Федосенко. На данный момент официально зарегистрированного COVID-19 у наших пациентов пока нет, к счастью. Это не значит, что у нас его не будет, потому что по любому сценарию, а вы все видите, что творится сейчас в России, и в основном Москва, Московская область, Республика Коми и Санкт-Петербургская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Там рост ежедневно сейчас превышает то, что было раньше за неделю. Что хорошо в нашем районе, это то, что мы сейчас не работаем на ковидную инфекцию. Это делает Ухтинская горбольница, где открыто 100 коек под инфекцию именно этого вируса. По решению Минздрава Коми, Ухтинская городская больница номер 1 станет центром для лечения зараженных коронавирусом из Сосногорска и Ухты, Троицко-Печорска, Вуктыла, Ижемского и Усть-Илимского районов. Сосногорская ЦРБ будет работать на другом фронте. В связи с приказом Минздрава на перепрофилирование мы открылись уже с 8 числа на инфекционные заболевания, и у нас лечатся все инфекционные заболевания, но в основном это кишечные, ангины, гепатиты, не связанные с коронавирусом. Детские заболевания, то, что у нас закрыто детское отделение под кишечную детскую инфекцию, детские ОРЗ и пневмонии возятся в Ухтинскую детскую больницу. Хирургия полностью сохраняется на нашей базе, и оказывается вся экстренная помощь всему району на базе нашего отделения хирургии и травматологии. Реанимация работает полностью и для тех, и для этих, но на разных уровнях. Терапевтические больные, которые нуждаются в госпитализации экстренной, еще раз повторю, это в основном острый коронарный синдром, инфаркты и нарушение мозгового кровообращения. Они по-прежнему возятся в Сангородок, в ПСО. Это сохраняется сейчас. Тяжелые пневмонии возятся в Сангородок, в другое отделение. И остальные все лечатся на дому. Алла Федосенко отметила, что терапевтического отделения как такового сейчас в Сосногорской ЦРБ нет. Оно также перепрофилировано. Сейчас в терапии у нас находится кишечная инфекция с 2 районов. То есть как таковой терапии у нас нет. Поэтому прежде чем говорить «я хочу», вы подумайте в том плане, что скорая обслуживает сейчас очень много вызовов. У нас тоже пошел рост вызовов. Поэтому прежде чем вызывать скорую, давайте вот все-таки по-честному скажем, а нужна ли в этот момент именно скорая. Значит, если это экстренный случай, скорая знает, куда отвозить, либо к нам, либо в Сангородок. Но, еще раз повторю, терапевтического отделения на базе Сосногорской ЦРБ сейчас нет. И поэтому, пожалуйста, все те хроники, которые привыкли по одному звонку попадать к нам, подумайте о том, что вам надо решить вопрос. Если вы без температуры, если вы в состоянии, вы должны прийти на прием к терапевту и выписать себе лекарство хоть на 3 месяца. Если вы не в состоянии ходить, значит, вызывайте врача на дом, вас обеспечат препаратами, которыми вы пользуетесь постоянно, тоже в течение 3 месяцев. Еще огромная просьба. Если вы вызываете только для того, чтобы решить вопрос с больничным, то мы уже говорили, больничные выдаются по осмотру врача или по решению врача дистанционно. То есть это все можно решить по телефону. Телефон регистратуры, телефон 55 4 11 55 4 11 заведующей поликлиники Бекчуриной Елены Александровны в основном уже все знают. В поликлинике мы принимаем больных, которые не имеют температуры, у которых нет кашля, у которых не болит горло и нет насморка. Пожалуйста, если у вас есть эти симптомы, вы должны вызвать врача на дом. Прием лор-врача, прием узких специалистов в плановом порядке, он продолжается. Прогнозируется, что все отделения будут заполнены, и нагрузка на медицинских работников вырастет в разы.
Поэтому медики еще и еще раз призывают жителей Сосногорского района: оставайтесь дома, не выходите на улицу без необходимости, максимально ограничьте круг своих контактов и в обязательном порядке соблюдайте правила гигиены. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С минувшего понедельника в Коми возобновлен учебный процесс, но в связи с непростой ситуацией в мире из-за распространения коронавируса проходит он дистанционно. На новую модель обучения в формате видеоконференций, а также с использованием веб-ресурсов для самостоятельной работы перешли все 15 школ района. Наиболее востребованные платформы нашего района – Учи.ру 15 школ, Российская электронная школа 11 школ, Медиатека издательства Просвещения 9 школ, Яндекс Учебник 9 школ, Я-класс 9 школ, Zoom 5 школ, ГИС электронное образование 4 школы и посредством Skype 9 школ. Такая картина сейчас в каждой школе. Уроки проходят с использованием уже привычных технологий. Новый материал учитель рассказывает ученикам, которые сидят не за партами, а по другую сторону монитора. Первые занятия проходили, конечно, там был полный аврал. Дети шумели, галдели, потому что для них это все новое было. Но уже второе, третье занятие они уже начинали вести себя достойно, как полагается, и, в принципе, работали на ура. Прежде чем начать работать в онлайн-режиме, педагоги сами прошли дистанционное обучение. Кому-то это давалось легко, как, например, учителю информатики, кому-то чуть сложнее. Но в итоге подготовились все. Подобные уроки от привычных, конечно, отличаются, прежде всего, отсутствием прямого контакта с учениками. В наше время дети довольно-таки умные, многие используют такие сайты, как «Готовые домашние задания» и тому подобное, но пока на данный момент дети выполняют самостоятельно. Ситуация непростая, но к ней нужно отнестись с пониманием, ведь такие методы работы связаны прежде всего с безопасностью детей. У нас коллектив больше 30 человек, и нам от 25 до 70 лет. И каждый из нас проделал большую работу, чтобы овладеть этими новыми технологиями и выйти на новый уровень обучения наших детей. Хотелось бы большую благодарность сказать нашим родителям, потому что дистанционное обучение, поймите, пожалуйста, невозможно без помощников. То есть там с ребенком должен быть помощник, который называется теперь модным словом тьютор. И эту функцию тьютора взяли на себя наши родители. Прежде чем выйти с нашими онлайн-уроками к младшим школьникам, к пятиклассникам, к шестиклассникам, мы должны понимать, что мы сначала вышли на это общение, на этот новый уровень общения с родителями. И родители оказывают очень большую помощь нам, учителям, в обучении их детей. Стоит отметить, что учебный процесс продолжается в соответствии с утвержденными планами и календарными графиками. Управлением образования рекомендовано всем образовательным организациям минимизировать количество домашних заданий, а руководителям проводить систематический контроль за организацией образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и количеством домашних заданий для обучающихся. Добавим, что если у родителей учеников есть вопросы, связанные с дистанционным обучением, ответы на них всегда можно получить либо в школе, либо в управлении образования. Ходить туда не обязательно, а дозвониться можно по телефонам 5 12 83 и 5 63 67. Павел Дурников, Елена Двожак и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе началась выдача сухих продуктовых наборов школьникам, получающим бесплатное питание. Такое поручение для всех муниципалитетов региона дал временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Сухие продуктовые наборы выдаются учащимся 1-4 классов, учащимся с ограниченной возможностью здоровья, а также учащимся, признанными малоимущими. Выдаются они на период дистанционного обучения. Дистанционное обучение у нас начиналось 16 марта, неделю длилось, затем были каникулы, и с 13 апреля опять возобновляется дистанционное обучение. Мы сейчас выдаем продуктовые наборы за неделю с 16 марта. За неделю с 13 апреля будут выдаваться в конце этой недели, то есть в пятницу и в субботу родители получат следующие продуктовые наборы.
Такие продуктовые наборы будут выданы за весь период дистанционного обучения. Стоимость продуктовых наборов складывается из стоимости одного дня питания школьников. Продуктовые наборы складываются из количества дней, которые обучаются учащиеся в течение недели. У нас 5-дневка, поэтому из расчета за один день, например, у 1-4 классов 62 рубля 51 копейка умножается на 5 дней и получается 312 рублей 55 копеек. Такой продуктовый набор мы выдаем 1-4 классам. У учащихся с ОВЗ набор подороже, там получается у нас 375 рублей, а учащиеся, признанные малоимущими, немножко подешевле получается 214,95. Перечень продуктов индивидуален для каждой школы и соответствует санитарным правилам. В составе таких наборов продукты только в индивидуальной упаковке. Это крупы, макаронные изделия, растительное масло, сахар и другое. Напомним, первая выдача пройдет с 13 по 17 апреля согласно графику, утвержденному школой. Он должен быть размещен на сайтах образовательных организаций и доведен до сведения родителей классными руководителями. По всем вопросам, которые связаны с выдачей продуктовых наборов обучающимися, можно обратиться как в школы, так и в Управление образования по телефону 5 62 80. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В России продолжается распространение коронавируса. В соответствии с указом президента в стране установлены нерабочие дни вплоть до 30 апреля. Тем не менее, многие наши соотечественники не покинули свои рабочие места. Одни поддерживают экономику, трудясь на производстве, другие находятся на передовой в борьбе с инфекцией. Все эти люди являются настоящими героями, ведь именно от их профессионализма зависят человеческие жизни сегодня и состояние всей страны завтра. В числе тех, кто ежедневно рискует своим здоровьем ради благополучия своих земляков, сосногорские полицейские. Ежедневно сотрудники отдела проверяют соблюдение гражданами карантина и режима самоизоляции. Чаще всего полицейский ограничивается профилактическими действиями, объясняя гражданам ответственность за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Внимание уделяем каждому гражданину, то есть каждому подходим, представляемся, рассказываем о данном заболевании, что это серьезное очень заболевание, очень быстро распространяется у нас. Выдаем сразу же предупреждение, чтобы граждане с собой взяли, домой почитали, другим рассказали. При этом особое внимание, конечно, уделяем гражданам пожилого возраста, от 65 лет и старше. Им выдаем также памятки, что они могут позвонить по сотовому телефону с 9 часов до 16, рассказать о проблеме. На сегодняшний день в Сосногорске сотрудники полиции зафиксировали 18 фактов нарушения статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает санкции от предупреждения до штрафа в размере 30 тысяч рублей. Это говорит о том, что большинство сосногорцев готовы мириться со временными трудностями ради общего благополучия. Хотелось бы обратиться к уважаемым жителям города Сосногорска и Сосногорского района. Пожалуйста, соблюдайте указ главы Республикоми номер 16 от 15 марта 2020 года. Также соблюдайте режим самоизоляции. Лишний раз не выходите из дома в период режима повышенной готовности. Особенно граждане старше 65 лет, которые наиболее подвержены данному заболеванию. Будьте сознательны, применяйте в повседневной жизни средства индивидуальной защиты и различные антисептики наружного применения. А также граждане, которым необходима помощь, имеются у нас сотовые телефоны, по которым вам окажут помощь, расскажут, как действовать в различных ситуациях. Сегодня сосногорские полицейские наряду с работниками отрасли здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и другими профессионалами работают в усиленном режиме, чтобы оградить своих земляков от коронавирусной угрозы. Но все их усилия могут быть сведены на нет из-за несерьезного отношения к проблеме. Внести свой вклад в общее дело способен каждый. Приблизить победу над инфекцией можно, соблюдая режим самоизоляции, а также все рекомендации специалистов. Павел Дорников, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В это воскресенье православные христиане отметят Пасху – главный церковный праздник для верующих.
Однако в некоторых регионах России из-за опасности заражения коронавирусом уже введен прямой запрет на посещение храмов и монастырей прихожанами. Официально такое распоряжение действует и на территории Коми. Специалисты говорят, что эти меры продиктованы в первую очередь заботой о здоровье и безопасности граждан. Сейчас идет столько праздников религиозных, очень значительных для нас, очень великих, но при этом огромная просьба. Все организовано, трансляции вплоть до патриарха Кирилла. Пожалуйста, оставайтесь дома, вы можете молиться Господу, и это нисколько не умаляет, я считаю, этой молитвы. Тем более это обережет вас и ваших близких. К верующим в эти дни обращаются и священнослужители. И снова все та же просьба – оставаться дома. Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, что всемогущий Господь, принявший страдания и крестную смерть за род человеческий, и своим воскресением открывший нам путь ко спасению, во благовремении переменит эту скорбь на радость встречи, в восхвалении Его в общей молитве за храмовым богослужением. В сегодняшних реалиях многие храмы уже организовали онлайн-трансляции своих богослужений. Есть такая возможность и в Сосногорске. Елена Двожик, Вести Тимана, Сосногорск. Работники здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и других отраслей продолжают сегодня работать, несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением коронавируса. Мы продолжаем рассказывать о сосногорцах, которые в это непростое время вносят свой вклад в сдерживание инфекции, а также сохранение стабильной экономической ситуации на территории муниципалитета. В числе героев нашего времени работники дошкольного образования. Несмотря на действие режима повышенной готовности, а также рекомендованной для большинства граждан самоизоляции, детские сады Сосногорского района продолжают работать. Следят за малышами, чьи родители задействованы на производстве, чуткие и заботливые профессионалы, как, например, воспитатель 14-го Сосногорского детского сада Анастасия Рожицына. Детский сад работает в формате дежурной группы. В таком режиме мы работаем впервые. Утром всем деткам измеряется температура, а также идет опрос родителей о самочувствии ребенка. Из режимных моментов много времени уделяется, конечно же, игровой деятельности и прогулкам на свежем воздухе. А также проводится регулярное мытье игрушек, кварцевание и проветривание помещений в отсутствие детей. Работать в таком режиме непривычно, особенно из-за того, что детей очень мало. Мы по нашим ребятам очень скучаем и всем коллективам ждем с нетерпением, когда же они придут в свой родной детский садик. На сегодняшний день в Сосногорском районе работают 25 дежурных групп, которые действуют в 16 детских садах. Посещают их 160 малышей. Все это дети тех, кто продолжает в эти дни выполнять свои профессиональные обязанности и не может оставить своих детей под присмотром родственников. Такой режим работы сохранится до тех пор, пока не будет одержана общая победа над коронавирусной инфекцией. Угроза сейчас стоит серьезная, болезнь распространяется. И сейчас самое главное, очень важно отнестись в первую очередь с пониманием, беречь себя и своих близких, набраться всем сил и терпения, ну и соблюдать, конечно же, режим самоизоляции. Сосногорские воспитатели – одни из многих героев нашего времени, которые сегодня работают в усиленном режиме, чтобы оградить своих земляков от коронавирусной угрозы. Помочь им может каждый. Для этого необходимо соблюдать режим самоизоляции, а также все рекомендации специалистов. Павел Дурников, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Новость для тех, кто хочет быть в курсе событий и регулярно читает местную прессу. Районная газета «Заря Тимана» уведомляет своих читателей, что в связи с введенным режимом повышенной готовности в Сосногорске временно стали недоступны некоторые пункты распространения печатного издания. Однако газета «Заря Тимана» продолжает работать, чтобы информировать своих земляков обо всех событиях Сосногорского района и Республики Коми.
И теперь свежие выпуски газет можно бесплатно забрать в магазинах «Союз» по адресам, которые вы видите на своих экранах. Оставайтесь с газетой «Заря Тимана» и будьте в курсе новостей Сосногорского района. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание, что телепрограмма «Вести Тимана Сосногорск» временно меняет сетку своего вещания на местном информационном канале. Теперь выпуски новостей будут выходить в эфир по пятницам. В них вы сможете увидеть обзор событий за прошедшую неделю. Повторы программы в субботу и в воскресенье. Время выхода в эфир вы видите на своих экранах. Напомню, что все выпуски программы «Вести Тимана Сосногорск» доступны в любое удобное для вас время в официальной группе в социальной сети ВКонтакте.